Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Николай. А помогать мне сегодня будет наша удивительная и любознательная лисичка Ревеськи. Шумбратадо, ялгат! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в волшебную страну ирзианского языка. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила для вас, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Краски сегодня ужасно устали, радугу в небе они рисовали, долго трудились над радугой краски, радуга вышла красивой, как в сказке, вся разноцветная, вот красота, ты полюбуйся, какие цвета. Все правильно, ребята! Сегодня, как вы поняли, мы будем вести речь о красках и познакомимся с ирзианскими словами, обозначающими цвета. Тема нашего сегодняшнего занятия – тюз, цвет. В природе существует множество цветов и оттенков. Каждый человек имеет свой любимый цвет. У кого-то он красный, а у кого-то он синий. Ребята, назовем вместе с вами, как будет звучать по-ирзиански слово «цвет» – тюз. Молодцы! С древних времен людям известно, что, например, желтый цвет помогает создавать хорошее настроение, черный, наоборот, угнетает, зеленый успокаивает, а красный цвет будоражит. О лечебных свойствах цветов знали еще врачи Древнего Египта, Индии и Китая. С целью прихода удачи влияния цветов на судьбу человека не одно столетие изучали различные маги. Друзья, а теперь назовем цвета на ирзианском языке. Ашо – белый, ожо – желтый, пиже – зеленый, раужо – черный, сень – синий, тюжа – коричневый, якстере – красный. Молодцы, ребята! Сегодня власть цвета известна каждому человеку, и эти знания используются в самых разнообразных сферах нашей жизни. Это и дизайн интерьера, и использование красок различного цвета при изготовлении промышленной продукции. И всем известная цветотерапия. Как же по-ирзиански будет звучать слово «красивый»? Мазый. Хорошо, ребята. Однако не меньшую важность цвета имеют и для животных. Известно, что большинство из них видят мир в черно-белом изображении. Но не немногим из них свойственно воспринимать некоторые цвета. И это очень помогает им в борьбе за выживание в жестоком мире дикой природы. Ребята, назовем, как на ирзианском языке будут звучать слова «светлый» и «темный». Валдо – светлый, чопода – темный. Ребята, именно с помощью этих слов мы можем выразить оттенки цветов. Назовем их на ирзианском языке. Валдо пиже – светло-зеленый, чопода пиже – темно-зеленый, валдо ожо – светло-желтый, чопода ожо – темно-желтый, валдо сень – светло-синий, чопода сень – темно-синий. Молодцы, ребята! Цвет играет неоценимую роль в нашей жизни. Мы должны ценить этот великий дар – видеть мир в цветах. Ведь было бы очень грустно, если бы все окружающее мы видели в черно-белых красках. Ребята, назовем слова бесцветный, одноцветный и многоцветный по-ирзиански. Тюстомо – бесцветный, вейки тюссо – одноцветный, ламу тюссо – многоцветный. Запомнили? Молодцы! Ребята, а теперь закрепим изученный материал и попробуем с вами вместе называть цвета на ирзианском языке. Обратите внимание на слайд. Посмотрите, что на нем нарисовано. Вам нужно вместо точек подставить слово, обозначающее цвет данного овоща, фрукта или животного. Лисичка, поможешь ребятам? Конечно, Николай! Ребята, сначала назовем цвет предмета на русском языке, а затем на ирзианском. Итак, огурец какой? Зеленый, пиже куя. Яблоко какое? Красное, якстере умер.
Собака какая? Желтая, ожа киска. Кошка какая? Белая, аша псака. Молодцы, ребята! Вы славно потрудились. К сожалению, наш урок подошел к концу. Надеюсь, что вам с нами было не скучно и вы узнали много нового и интересного. Вас то мазанок Вечкиекс Ялгат. До встречи, дорогие друзья! Не мазанок, улиде шум, брат.